2013 год запомнился большой космической сенсацией. Спустя более 40 лет легендарный советский космический аппарат на Красной планете сумели обнаружить. А идея поиска утерянного космического объекта принадлежит якутянину Юрию Романову. Я разработал веб-сайт, посвященный истории этого космического аппарата, легендарного аппарата, который впервые сел на Марс. Так получилось, что именно благодаря моему сайту энтузиасты нашли этот аппарат, и я очень рад, что не зря это все затевалось. Да? Юрий Николаевич – учитель информатики физико-технического лицея, педагог космоквантума. Вот уже много лет он со своими учениками занимается созданием программируемого микроспутника. Это спутник формата CubeSat 10 на 10. Да? Вот я держу в руках экземпляр прототипа первого нашего, скажем, школьного космического аппарата. Его собрали наши дети этой зимой. Романов уделяет большое внимание работе с одаренными детьми, развитию их творческих способностей. Я 3 года назад сделал свой первый проект. Он был по спутниковой съемке, а именно по дистанционному зондированию Земли. Тогда я свой проект представил на конференции и прошел на российский этап, где стал лауреатом всероссийских чтений имени Сергея Павловича Королева. С этого момента, так сказать, началось мое активное знакомство с космической сферой, с сферой космического образования, спутниковой съемки. И год назад я пришел в Кванториум. Здесь я занимаюсь по своему направлению. Это спутниковая съемка и исследование космических аппаратов с использованием ядерных силовых и энергетических установок. Мой первый проект был связан с энергетикой и с поколением и колонизацией Марса. Как и Леонид, я поучаствовал в королевских чтениях в городе Самара и тоже стал лауреатом. Тема была про электростанцию, которая была основана на сухом льде, когда вместо воды и подобных рабочих тел будет использоваться лед и углекислый газ, которые наиболее целесообразны в условиях Марса, где нет ничего, кроме углекислого газа и сухого льда. Вот уже более 10 лет в целях популяризации космоса среди школьников опытный педагог проводит открытую космическую интернет-викторину в честь 12 апреля, где участвуют школьники из разных регионов. Эта викторина длится 108 минут. Почему 108? Потому что Юрий Алексеевич Гагарин именно обогнул Землю за 108 минут. Кстати, он летал от Якутии, да? Популяризации космоса помогает Космоквантум. Здесь ребята учатся сооружать маленькие ракеты, строить космические макеты. И кто знает, может именно эти ребята совсем скоро будут бороздить космические просторы.